Здравствуйте, вы смотрите очередной эпизод программы «Офисная политика». С вами я, Мэтью Стивенсон. Эта программа была подготовлена при сотрудничестве Дукаскопи ТВ. Помните, если что-то происходит в офисе, мы обязательно поговорим об этом. На этой неделе к нам поступило 2 письма. Оба письма имеют похожее содержание. Они оба содержат вопросы по поводу командировок и деловых поездок. Сейчас я вам их зачитаю. Как мне лучше подготовиться к командировке? Автор одного письма вскоре поедет в Шанхай, а автор другого — в Киев. Итак, давайте обсудим этот вопрос. Возможно, это ваша первая командировка, а возможно, вам уже приходилось путешествовать ранее. Давайте обсудим подготовку к командировке, которая позволит вам получить максимум от поездки. Также мы поговорим о том, как это может способствовать развитию вашей карьеры. Итак, Шанхай — это большой, интересный и шумный город, и все мы знаем это. Но для того, чтобы получить максимум от вашей бизнес-поездки, не приезжайте в город слишком поздно. Если ваша встреча запланирована на утро понедельника, приедьте в субботу вечером или в воскресенье утром. Подготовьтесь к поездке заранее. В таком случае любая подготовка не будет лишней. Если вы отправляетесь в командировку, например, со своим начальником, то, скорее всего, он будет ожидать, что вы будете осведомлены о месте проведения встречи. Потому вам стоит выяснить эту информацию заранее. Не доверяйте все водителю или таксисту. Лучше заранее узнайте, как проехать от аэропорта до места встречи. Я знаю, что это покажется вам очевидным, но убедитесь, что вы знаете, с кем должны провести встречу, а также где расположены их кабинеты. Большинство офисных центров — это большие здания с несколькими входами. Вы должны прийти на встречу уверенным в себе и спокойным, а не с одышкой от длительного поиска нужного кабинета. Еще один важный совет — постарайтесь предугадать, что может пойти не так в ходе командировки, особенно если вы путешествуете группой. Самолет может опоздать, или же условия вашего бронирования будут изменены. Составьте запасной план, а если нужно, и запасной план для этого плана. Таким образом, вы сможете всегда держать контроль над любой ситуацией. Мы уже немного поговорили о Шанхае, теперь давайте остановимся на Киеве. Это чудесный город. Возможно, вы думаете, что там сейчас опасно, ведь в газетах так много пишут о событиях в Украине. Я хочу сказать, что в Киеве сейчас безопасно. Это просто чудесный город. В любом случае, перед командировкой вам стоит все спланировать и хорошо обдумать. Не только цели поездки, но и то, что вы получите в результате. Также полезно ознакомиться с повесткой дня, если вы едете на конференцию или симпозиум. Обязательно раздобудьте программу мероприятий. Также составьте список людей, с которыми вы хотите пообщаться в рамках этой конференции. И последнее. Помните, что вы являетесь представителем компании, потому вам необходимо прежде всего сохранить репутацию своей компании. Не забывайте об этом также и в барах и ресторанах. На этом очередной выпуск программы «Офисная политика» на Дукаскопи ТВ подошел к концу. С вами был я, Мэтью Стивенсон. Помните, если что-то происходит в офисе, мы обязательно поговорим об этом.